Завтра кондитерская фабрика «Заря» проснется именинницей. 75 лет, целый век производства карамели, печенья, вафель и шоколадных конфет. Уже с мая месяца прошел перелом, пойдем в гору и не думаем позиции сдавать. Жить надо, дорогие друзья. Есть на свете необычная страна, там сияет леденцовая луна, и выходят на бумажные лужки карамельные лошадки петушки. Но я никогда не пойду на то, чтобы продать свое родное предприятие какому-то иностранному инвестору, самому богатому, самому прекрасному. Зураб Хубулава – человек-легенда. Шоколадная заря в его жизни взошла в далекие 60-е. Именно в 66-м 30-летнему директору хлебзавода из Воронежа предложили возглавить Казанскую кондитерскую фабрику. Полголоса жить не стоит. Мы начали свой разбег. Рождение Казанской фабрики совпало по времени с ростом кондитерского производства в Советском Союзе. В начале 60-х правительство СССР принимает новую продовольственную программу. Особое внимание в ней отводится выпуску массового и доступного по цене молочного шоколада. Тогда-то и родилась знаменитая бабаевская «Аленка». Кстати, советский шоколад по качеству действительно не уступал швейцарскому и был дешевым потому, что практически все поставщики главного сырья, какао-бобов, были союзниками СССР. Казанская заря открылась в помещении бывшей пивоварни в центре города. Пара двухэтажных строений, склад и технологии на уровне леденцов-петушков. Но это было только начало. Сейчас вряд ли кто-то вспомнит, но первые казанские конфеты назывались «Чапаев». Хубулава первый в республике стал активно использовать национальную символику в обертках, что было смелым шагом. За коробку шоколадных конфет с изображением Азимовской мечети Зураб Ильясович едва не угодил под суд. В постсоветские времена было не легче. Здесь были знаменитые, всемирно знаменитые фирмы Nestle, Cadbury, Якоб Шушар, Австрия, Швейцария, из Израиля. Ну, все заинтересованы, вот, давайте мы купим и все. Ну, господи, купите все. Вы понимаете, да, аудиторская оценка сделаете. Вы поймите меня. Понятие европейского человека все можно оценить. В моем понятии есть вещи, которым нет цены. Его прозвали красным директором. Более 40 лет Зураб Хубулава руководил «Зарей». Когда стало ясно, что в одиночку не выжить, вступил в альянс с турками, выпустив на рынок несколько видов маленьких плиток шоколада. Впрочем, тут не обошлось без курьезов. Ну, ребенок лежит в гробу, а больше чего сказать тут? Сделали как шоколад. Извините. Ребенок это похож, как будто он утонул в ванне или в шоколаде затонул. Это означает, что ребенка ешь, да? Главный ребенок, да и как в гробу, как будто сидит. Не очень-то формула хорошая. Похож на эмбрион, развивающийся в утробе матери. Говорите, эмбрион, да? Ну это получается как противозачаточный, что ли? Чем мы ребенка сделали? Ребенка сделало совместное татаро-турецкое предприятие. Фабрика «Заря» – ее турецкий партнер. По замыслу авторов, это маленький мук. К началу нового века российский шоколадный рынок оказался практически полностью поделен между крупнейшими зарубежными брендами. По данным аудита компании «Бизнес-аналитика», сегодня 27% казанского шоколадного рынка контролирует американская компания «Марс энд Каркунов». 20% принадлежат также американской Crafts Foods and Stolberg, производителю шоколада Alpen Gold и чипсов под маркой Estrella. 16% у швейцарской Nestlé. Далее идут британская Cadbury с 8% и итальянская Ferrero 7%. Дабы составить мировым шоколадным королям достойную конкуренцию, Казанская заря в 2001-м объединяется с Екатеринбургской Конфи и Ульяновской Волжанкой. Холдинг получает название «Сладко». Если отрасль она не будет консолидироваться, то очень вероятно, что в достаточно обозримом будущем небольшие предприятия начнут умирать. Увы, новый шоколадный триумвират просуществует недолго. Уже через 2 года «Заря» выйдет из «Сладко».
Попытка пуститься в самостоятельное плавание по волнам шоколадного российского бизнеса малоудачна. Дистрибьюторская сеть потеряна, а для рентабельности фабрики необходимо отгружать минимум 40 тонн сладкой продукции в день. Между тем, спрос на конфеты казанского производства падает. Слишком много раскрученных конкурентов, реклама которых не сходит с экрана. Какое-то время фабрике удается балансировать на грани благодаря выпуску сувенирной продукции с символикой Казани и привычных горожанам брендов – птичьего молока, шоколадных наборов «Алтынчеч» и «Мой город», тортов «Татарстан». Но после тысячелетия Казани это лишь агония. В начале 2008 года «Казанская заря» прекращает свое существование. Здание в школьном переулке сносят, а оборудование и торговые марки руководство «Зари» продает акционерному обществу «Чистопольский хлебозавод». На его площадях рождается новое предприятие ООО «Кондитерская фабрика «Заря». Я приехала из Ташкента. И как вам наши казанские конфеты? Казанские конфеты, у меня была забили. Не знаю, какой купить. Теперь все это славное прошлое. Сегодня доля местных производителей на рынке кондитерских изделий республики не превышает нескольких процентов. Среди основных игроков – Челны хлеб, булочно-кондитерский комбинат, преемник Казанской зари, уже упоминавшаяся Чистопольская кондитерская фабрика, а также Елабужская ООО «Акульчев». Ряд хлебозаводов в республике также имеет цеха по выпуску кондитерских изделий. Однако в совокупности все они едва выпускают более 15 тысяч тонн сладостей в год. И пока я себя чувствую вполне, так сказать, крепким, вполне здоровым, ни болезни мне не помешали, ничего. Впрочем, Зураб Хубулава сдаваться не собирается. Он живет надеждой возродить фабрику под именем «Новая Заря». Для этих целей исполком Казани даже выделил участок по Оренбургскому тракту площадью 4 гектара. Уже начато строительство производственных зданий. Проектная мощность новой фабрики рассчитана на выпуск 40 тонн сладостей в сутки. Однако для завершения проекта необходимо еще около 150 миллионов рублей. А этих денег у инициатора возрождения Казанской кондитерской фабрики пока нет.